Hello, dear Jerry. I would like to introduce myself. My name is Diana Danilova. I studied school number 6 of Yakutsk. I am a ninth grade. The topic of the research work is the plant pigments of natural objects of Republic Sakha. The research supervisor is Andreeva Екатерина Олеговна. Актуальность исследования. Сегодня ученым изучены такие растительные пигменты, как флавоноиды, картеноиды и беталоины. Всем известные картеноиды моркови, а к беталоинам относятся, например, пигменты свеклы. Кстати, растительные пигменты не только красивы, но и очень полезны для человека. Как выяснилось в ходе их изучения, это биологически активные молекулы. Несмотря на обилие научных работ, растительные пигменты еще остаются малоизученными. В своей работе мы использовали вытяжки с антоцианами, полученные из сока брусники, красной смородины, моркови и свеклы, выращенных на территории Якутии. Цель – изучить возможность использования растительных пигментов в качестве веществ с индикаторными свойствами. Задача. Первое – это выяснить, что такое антоцианы, где встречаются, от чего изменяется их окраска. Второе – изучить их индикаторные свойства, а также пользу для организма человека. Третье – найти применение полученных знаний в быту. Объект – это растительные пигменты, предмет – свойства строения и значения антоцианов. Приборы и материалы. Брусника, морковь, свекла, вода, марля медицинская, пробирка, ступка реактива. Исследование первое. Ход работы. Чтобы извлечь антоциан из растений, я сначала мелко натерла ягоды, брусники, моркови и свеклу. Затем растерла полученное качество в ступке с небольшим количеством воды. После этого отфильтровала в чистую пробирку, получила вытяжку, содержащую антоцианами. Затем приготовила раствор гидроксида натрия, соляной кислоты. После этого каждую вытяжку разделила на 3 пробирки. К первым это нейтральная среда, ко вторым щелочная, к третьим кислая среда. В зависимости от среды раствора наблюдалось изменение цвета антоцианов. Биологические пигменты бихрома, окрашенные вещества, входящие в состав тканей организмов. Изменение цвета растительных пигментов в различных условиях можно использовать в онтологической химии. Также вещества, индикаторы хорошо известны в химии. Изучение растительных индикаторов – одно из популярных направлений химических исследований в настоящее время. Антоциан от греческого «голубой цветок» впервые был выделен из цветка василька синего. Из открытия было связано с одной из самых интересных и красивых историй в науке – историей изучения цвета у растений. Мои реактивы – это соляная кислота и гидроксид натрия. Объекты – это морковь, свекла, брусника и также красная смородина. Испытания брусники, свеклы, испытания моркови. Это сравнительный анализ изменения окраски. Нейтральная среда – это дистиллированная вода, щелочная среда – это гидроксид натрия, кислая среда – это соляная кислота. Заключение. В ходе выполнения исследования работы можно было выяснить, антоцианная разновидность бихромов чаще всего растворена в клеточном соке. Иногда встречается в виде мелких кристаллов, поэтому антоцианы легко извлечь из любых синих или красных частей растений. Антоцианы являются растительным индикатором соединения антоцианов с кислотами, имеют розовый или красный цвет, соединения со щелочами синий, а в нейтральной среде они фиолетовыми. Это мы наблюдали, например, у свеклы. Антоцианы очень полезны для человека, но они не могут самостоятельно синтезироваться в организме, поэтому они должны поставать с пищей, например, с фруктами, ягодами или же овощами. Для приготовления блюд из растений, содержащих антоцианов, необходимо учитывать их индикаторные свойства. При измерении pH продуктов питания оказалось, что большинство из них имеет кислую реакцию среды. Спасибо за внимание.